Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы очень рады всех видеть вас здесь, у нас, на уникальной выставке «Сокровища буддийского искусства Бурятии». Я хочу сказать, что у каждого музея в России и в мире есть такой, вы знаете, как это сказать, фишка, да, как мы называем это молодежь, коллекция, которая формирует музей, да, коллекция, которая как бренд. И мы с гордостью говорим, что коллекция буддийского искусства нашего музея – это наш бренд. Мы им гордимся. И мы очень гордимся еще и тем, что исследователи, наши исследователи буддийского искусства, и не только, приходят к нам в музей из разных стран, скажу, да, не только вот из России, да, и они начинают смотреть, исследовать и восхищаться. И самое главное, вот для нас очень приятно, что Сурунханта Дашинимаевна, очень давно мы с ней сотрудничаем, и ее книги с удовольствием читаем, и ее вот лекция, которая сегодня прозвучит про Дзен-базара, мы, конечно, хотели, чтобы наша самая уникальная вещь, самая уникальная скульптура Амитай Дзен-базара представлена была здесь, но она сейчас находится на гастролях в Эрмитаже. Представляете, она сейчас, в прошлом году осенью открылась прекрасная выставка, посвященная 150-летию Николая Константиновича Рериха. И просто 2 года нас Институт Рерихов уговаривал, чтобы мы дали именно Дзен-базара. Потому что, как нам сказали, мало кто из музеев может похвастаться такой коллекцией. В России никто. И мы этим очень гордимся. И спасибо вам, Сурунханда, за то, что вы занимаетесь удивительным делом, изучением. У нас, правда, поверьте, в России не так много исследователей буддийского искусства. И мы очень гордимся, что наш музей давно и плодотворно сотрудничает с Сурунхандой. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Так, ну еще раз здравствуйте всем. Очень приятно видеть, что такое большое количество людей. Я представлюсь. Меня зовут Дмитрий Галсан, я куратор Центра креативных индустрий HipHub. Остаюсь здесь только потому, что я вам обязан рассказать официальную информацию, благодаря чему и кому случилась сегодняшняя лекция, и как уважаемая Сурунханда Дашинимаевна получила возможность откликнуться на наше приглашение. Дело в том, что я представляю большую команду нашего центра. Мы находимся на республиканской типографии, здесь в 2 шагах. И мы с прошлого года работаем по проекту, инициированному госкорпорацией ВПРФ. Вот их здесь значок есть. И если год назад мы работали по проектам общественного транспорта и объектов соцбыта по новым школам, то в этом году у нас проект получил развитие и продолжение, и мы работаем уже совместно с такими мощными культурными институциями нашей республики. Это Национальный музей Республики Бурятия и театр «Байкал». И в рамках вот этого проекта у нас получилось получить финансирование на лекторий, публичный лекторий. Если в прошлом году он назывался «Сыну Эрдым», то в этом году цикл в рамках лектория «Сыну Эрдым» называется «Сыну Гэр. Хранители традиций». И наш проект имеет название «Сыну Гэр», потому что речь идет об обретении 2 новых домов 2 старейшими культурными институциями Республики Бурятия, музея и театра. Они будут, как вы знаете, в новом историческом центре Улан-Удэ. Вот, я рассказал всю официальную информацию. Конечно же, проект поддержан Министерством культуры Республики Бурятия. И нам очень радостно, что мы наконец-то имеем возможность позвать и послушать тех людей, чьи знания, безусловно, важны и нужны для
понимание локального контекста. И как вот в разговорах со многими художниками я все время подчеркиваю, что для нас, бурят, знать такое имя, как Дзенобазар, наверное, так же важно, как для любого русского человека знать имя Рублева. Вот, наверное, это тот светофор, мимо которого по дороге знаний к своей собственной культуре и традиции обойти невозможно. Поэтому я с удовольствием передаю слово Сурунханде Дашнимаевне Сертыповой, доктору исторических наук и нашему гостю из Института востоковедения Российской академии наук на Рождественске, Москва. Да, спасибо. Передаю вам слово. Большое Татьяне Анатольевне за сотрудничество. Спасибо Диме огромное за приглашение. Вот действительно, что они взяли на себя такую финансовую нагрузку по этой возможности. И надо сказать, сразу скажу, чтобы не забыть, что я безмерно благодарна ребятам, что они вот такой творческий движ организуют в Улан-Удэ. И это, я их давно за ними наблюдаю, слушаю их сама. И, ну, и, естественно, музей – это святое место. Очень давно тоже с ними работаю. Первая книжка у меня была про Балдан-Хамо, если кто помнит, четверть века назад уже, да. Ну и сейчас вот с Дзенобазаром это тема вообще, эта сфера как-то была настолько слабо освещена, что когда я вдруг поняла, что что-то мы ничего не знаем о великом Богдагыгене, а это Богдагыген, имя Богдагыгена свято для всех, для всего монгольского мира, но никто не знает вот его творческую сторону, этот вот его, ну, вот это его самовыражение такое, что было, конечно, недопустимо, и вот 10 с лишним лет посвятила раскрытию загадок Дзенобазара. В результате вышло 3 книги. Вот это 3-я книга о Дзенобазаре, называется она «Код Дзенобазара», потому что это действительно невероятный автор, художник, который воплотил культурный код не только монгольского этноса, но и вообще, я бы сказала, всего кочевого мира и смысла, так сказать, жизни в целом. Это не просто, хотя вот Дима здесь говорил, что это для локальной культуры очень важно, это действительно очень важно, но значение Дзенобазара гораздо более широкое и глубокое, потому что это значение мирового масштаба, масштаба для буддизма, а буддизм, вы сами понимаете, одно из величайших достижений человечества. Ну, давайте ближе, так сказать, к теме. Я хотела бы рассказать о нем, каким он парнем был, не только художником, но и какие-то его очень приятные человеческие качества, что, в общем, его одномоментно поднимает еще выше на пьедестале, скажем, вот моих ценностей, да. Ну, вот это его портрет, одно из святынь, это бронзовая скульптурка, которая хранится в Гандане, главном монастыре. Пока это только, ну, лик вы видите. В ходе лекции я расскажу вам о том, какие чудесные были предзнаменования при его рождении, его истоки как в генетическом плане, так и в духовном, потому что именно эти два соединения, видимо, стали таким синтезом, породившим вот гения Дзенобазара. Ну и это вот его рабочий инструмент, наковальня для ювелирных изделий, она вот из бронзы золоченой.
Почему мы говорим о Дзенобазаре вот в таком высоком стиле? Потому что очень мало вообще художников, ну, как в других религиях, так и в буддизме, и особенно в буддизме, авторов, художников, которые внесли бы столь яркий, совершенно индивидуальный вклад в развитие буддийского искусства и буддийской культуры. Настолько его характер изображения, при том, что религия, вы знаете, она сковывает, у нее свои стандарты, свои рамки, да, из которых нельзя выйти. И, наверное, вы много раз ловили себя на мысли о том, ну, что все божества как бы на одно лицо. И, в общем, достаточно сложно их отличить по стилю исполнения или там, по региону и так далее. Но Дзенобазар узнаваем просто даже неискушенному зрителю, просто люди, которые впервые сталкиваются с его работой, говорят, что это просто жизнь до и после. Вот буквально вчера Максим Дашенимаев сказал именно так, что, познакомившись впервые с произведением Дзенобазара в музее изобразительных искусств в Улан-Баторе, его жизнь разделилась на до и после. И очень многие. Значит, рассказывать я вам буду не собственные измышления, а материалы, которые хранятся в письменных источниках прежде всего, да, потому что это не мои выдумки или какие-то домыслы, это все изложено в десятках, ну, нескольких десятках произведений. Вот одни из них, они есть на монгольском языке, вы видите горизонтальную графику, да? Есть на тибетском языке и есть на той письменности, которую изобрел сам Дзенобазар, на письменности Сайомба. Ну, немножко начнем с таких базовых основ, чтобы вы меня не уличили в том, что я что-то здесь добавила от себя. Вот это источники, примерный список, да, что сюда входит. Апокрифы или намтары их по-монгольски и по-бурятски называют. Это жизнеописания о Дзенобазаре. Чаще всего, почему их на русский язык переводят как апокрифы, потому что они содержат очень много таких мифологических, фантастических деталей. Джатаки, жизнеописания предыдущих воплощений, потому что Дзенобазар у нас, он был первым из богдагогенов, но он был 15-м или даже 16-м воплощением предыдущих учителей, первый из которых жил во времена Будды. Авторские биографии Дзенобазара, интерес к его жизни, он всегда присутствовал среди монгольских авторов, потому что, ну, все-таки это величина, это первый правитель Монголии, который совместил в себе не только религиозное правление, но и светскую власть, да? И поэтому о нем писали очень много. Каждый раз что-то вскрывались, какие-то новые элементы. Или, ну, естественно, что каждый автор смотрит на тему под каким-то своим собственным углом, находит какие-то элементы, какие-то детали для него чрезвычайно важные. Сочинения самого Дзенобазара тоже рассматривались, потому что, ну, как проверить вот то, что писали другие о нем, как понять то, что он творил, потому что его в основном скульптура, но есть и живописи очень много, есть предметы декоративно-прикладного искусства. И вот для того, чтобы сверяться, какое отношение это имело для его собственной жизни, потому что в сумбум или в сборник произведений обычно входят, ну, такие личные наработки, да, какого-то ученого. Надо сказать, вот сумбум Дзенобазара, он самый маленький, самый короткий.
на сегодня мы знаем 10 Багдагыгенов, да? Вот издано уже до 9 все их сумбумы, собрания сочинений. У Дзанабазара этот томик всего один. Он достаточно небольшого формата, то есть это такая книга, которую можно носить за пазухой, вот такого формата запазушного, увырном, да? Но это вовсе не говорит о том, что у него было недостаточно знаний, чтобы написать очень много. Просто он был настолько скромный человек, что всегда говорил на просьбы о том, чтобы он написал намтар или же свое собственное жизнеописание, он говорил: так много написано глубоких, хороших книг, зачем я еще буду писать? Да? Ну и как художник, наверное, он был прав, потому что, будучи немногословным человеком, все, что нужно было сказать, он сказал своими произведениями в бронзе и в живописи. И не только в бронзе и живописи, но и в целом ряде архитектурных больших крупных комплексов, эти монастыри, которые он построил. Вот. И, конечно же, поскольку это была такая значимая фигура в истории Монголии, тибетского буддизма, конечно, о нем писали другие авторы. Вот в частности, очень важным был источник дневник 5-го Далай-ламы. Он был современником, он жил в это время, он является одним из его учеников, и поэтому это вот его замечания очень краткие, они просто обладают невероятной ценностью. Вот. Несмотря на то, что он, конечно, не писал специально о том мальчике, который приехал в 13-летнем возрасте на обучение в Тибет. Ну и вот биографии разных авторов. Это самое первое, здесь «Ясное зерцало» Зая Пандита Халхасского. Почему оно идет первым? Этот ученый, он очень известный, у него есть 4-томник, это «Ясное зерцало», это огромное произведение, сложенное из разных произведений, да, и это весь его сумбум 4 тома составляет. Вот в 4-м, последнем томе у него как раз содержится и жизнеописание Дзанабазара, которое он написал, будучи его непосредственным учеником и будучи близким родственником. То есть их связывали такие, непосредственные отношения, и, конечно, никто не мог сказать о Дзанабазаре лучше, чем его собственный ученик. Несмотря на то, что он уезжал и 19 лет в Тибете прожил, и умер гораздо раньше своего учителя, будучи младше его, не будь вот этих обстоятельств, я думаю, что мы бы имели просто богатейший источник о Дзанабазаре. Ну вот, к сожалению, как есть, так есть. Собственно говоря, вот это его сочинение, ну вот в таких видах письменности, я вам сказала, да, что на старомонгольском и на сайомба. Это «Ясное зерцало» Зая Пандита Халхасского было написано на тибетском языке. Ну, конечно, вот, что самое интересное для монголов, вот, биография или намтар Дзанабазара, он переводился потом на монгольский и много раз переиздавался уже отдельно. Но вот это самый важный источник, как его современника, да? Вот так он выглядел. Я думаю, что это работа тоже самого Дзанабазара, потому что невероятная живость, вы видите, бронзовая скульптура, но он как живой, да, в этой шапочке. Он как живой. Я думаю, в тот период не было мастера лучше самого Дзанабазара, чтобы создать вот такой портрет ученика, который вернулся уже очень-очень образованным ученым из Тибета. Этот портрет находится в музее Багдыхана, то есть Зимний дворец. Да? Ну и вот, как вы знаете, есть бурятская поговорка
кахега халюн кардугуй, да, или яблоко от яблони, русский вариант пословицы, яблоко от яблони недалеко падает. Почему? Не будь вот такого генетического, заложенного в него кода, ну, неизвестно, что бы вышло, да. Во-первых, ну, все это всегда говорят, что он относится к золотому роду самого Чингисхана. Ну, конечно, имя Чингисхана просто для всех монголов это уже понятно, священно, да, и прямой потомок в 21 колене от самого Чингисхана. Конечно, для того, чтобы править страной, нужны были вот такие веские основания. Вот прямая преемственность от Чингисхана. Кроме Чингисхана, да, это у нас же 12-13 век, Хубилай-хан, это великий просветитель, создатель вот этой империи Юань, которая правила из Пекина. Еще один, ну, Тагон-Тимур, у него не очень хорошая слава, потому что при нем вот Юань развалилась, и ему пришлось с некоторым таким позорным отблеском бежать из Пекина, да. Но, тем не менее, его звали мудрым, вот Тагон-Тимур, Ухаган-Тухан, Хаган его звали, да. Бату Мунка Даян хан, тоже очень известный, если вы помните, был такой фильм 4-серийный Мантухай Хатун. Вот это значит муж вот такой знаменитой ханши Мантухай Хатун. На самом деле именно он, не Мантухай была из такого рода, да, а Батумунка, ее муж, ставший мужем 8 лет, именно из-за политических вопросов, для того, чтобы не прерывалась вот эта вот ханская преемственность Чингисхана. Ну и Абатай-хан. Абатай-хан, да? Абатай-хан тоже совершенно фантастическая личность, потому что именно при нем был построен Эрденидзу. Ну, так говорят, что он был построен. На самом деле, вот в источниках говорится, что когда Абатай-хан встречался с Далай-ламой и спрашивал, где же ему построить первый буддийский храм, ему было сказано, нужно построить там, где был очень древний буддийский город и буддийский храм. И это по счастливому совпадению оказалось его родные кочевья практически, да, это долина, Архонская долина, и город Хархарин, или Каракарум, если вот по созвучию вы помните со времен Чингисхана, это Каракарум, когда была там столица времен Великой Монгольской империи, ну, внутри монгольского мира, да. А на самом деле вот последние археологические, значит, исследования, которые уже опубликованы несколько лет назад, это там германо-монгольская экспедиция была, очень долго работала, более 20 лет. Это действительно был город более древних эпох. Там находился Харабалгасун рядом, уйгурское городище, то есть это 8-9 век. Ну, сами понимаете, что уйгурское государство это было буддийское государство, хотя это, ну, преобладающая часть населения были тюрки, но вот в тот период они исповедовали в том числе буддизм. В 1586 году считается, что вот он построил этот храм, но храм был построен, монастырь, вернее, да, вот так он примерно сейчас выглядит. И очень многие издания сохранились вот с того, хотя он горел как раз в период междоусобиц и в период жизни самого Чингисхана. Но Дзанабазар лично его восстанавливал, и я думаю, что как художник он не мог допустить новодела, а он просто очень деликатно и аккуратно реставрировал существующий монастырь. Ну, вот такие великие предки были, да, у Дзанабазара. Очень важно место рождения.
Это место, сегодня это Увырхангайский аймак, раньше был аймак Тушетухана. Тушетухан — это вот как раз потомки Абатай-хана. Они, когда вот уже разделились на аймаки и стало по 3, потом 4 правящих таких клана, то Тушетухан как раз был правителем своего аймака, и в этом аймаке есть такое чудесное местечко, Усун-Зуйлин-Таф называется. Иногда это переводят как Юсын-Зуйлин-Таф, то есть 9-предметный, да? Но чаще всего сходятся ко мнению, что это 9 вод, то есть это место рождения 9 вод. Действительно, несмотря на то, что там такая равнинка, да, именно там берут начало 9 источников, которые потом расходятся и становятся Орхоном и другими крупными реками Монголии. Ну вот там сейчас восстановлен вот такой вот храмик небольшой, где хранятся некоторые культовые предметы со времен Занабазара. И портрет, вы видите, Хандажамс Хатун, это жена Гамбадоржа, Тушетухана Гамбадоржа, отца Занабазара, была чрезвычайно достойная дама. Она происходила из западных родов, из айратских, да, но говорят, что была преисполнена вообще всеми качествами лучшими монгольской жены, монгольской матери. Да. И считается, что вот этот портрет – это портрет, созданный самим Занабазаром. Но, в общем, есть к этому вопросы. Ну, пока вот именно так он атрибутируется. Ну, немножко мы разобрали происхождение, да, родословную Занабазара. Понятно, что вот он из золотого рода, сам великий, но и предки у него великие. В духовной части тоже именно он был признан сначала 5-м Далай-ламой, а потом 4-м Панчен Ламой, это 2 учителя Занабазара. Вот он был признан воплощением Таранатхи. Таранатха очень громкое имя для тибетской истории. И он в свое время был главой школы или традиции Джонан. Джонан происходило в свою очередь это ответвление Сакья. Сакья очень старая школа, и она правила как раз во времена Юаньской империи. То есть с 13 века это была такая доминантная школа. Ну вот к периоду 16-17 века Джонан выделилась как отдельная школа, и Таранатха, его как раз звали Джибдзун, да? Это именно вот Джибдзун Дамбахутухта, вот это имя перешло к Багдагыгенам от Таранатхи, потому что это имя Таранатхи было, титул его. Вот, вот этот портрет, ну, можно сказать, наверное, портрет, есть сведения, что когда Занабазар Багдагыген I вернулся после своего непродолжительного обучения в Тибете, ему подарили скульптуру Таранатхи. И эта скульптура, ну, наверное, она должна храниться вот в храме, во дворце именно Багдыхана, да, или Багдагыгена. Это дворец Багдагыгенов. Ну, хотя вот эти сведения как бы не представлены, и иногда поздним периодом ставят вот эти ярлычки, но на самом деле, вероятно, вот этот портрет, он из коллекции самого Занабазара. Как он относился вот к тому, что его признали? Ну, во-первых, его признали с самого детства в возрасте
2 лет уже заочно отправляли гонцов в Тибет, и там сказали, что это у вас великий ученый, вероятно, Таранатха, но потом подтвердили уже после его личного пребывания в Тибете. Да? И такие необычные, весьма благоприятные знаки появились еще до рождения мальчика. Да? Во-первых, были сны, а сны, мы знаем, что в буддийской традиции они являются как бы вестниками из тонкого мира. Вот. Она видела такие благоприятные сны о том, что будет необычный мальчик. Потом один из родственников, дядя по отцовской линии, ему тоже приснился какой-то сон, и он специально приехал вот, к Гамбадоржу, к Тушетухану, и сказал: похоже, что именно в вашей семье должен родиться какой-то необычный человек, который возглавит вообще всех монголов, и как-то ему удастся объединить. К тому моменту было вот 4 достаточно самостоятельно ведущих жизнь аймака, да? И эти ханы, иногда они очень мирно между собой жили, не говоря уже о том, что вот в то время Айратское ханство, вот эти западные монголы, они начали создавать отдельные государства и так далее. Но это очень такая топкая тема, мы туда не будем влезать. Вот. И вот когда значит, он родился, во-первых, родители очень ответственно к процессу подошли. Отец перевез стойбище на чистое место, как раз вот этот Юсензуил, о котором мы говорили, да, чудесное место, откуда исходят 9 потоков воды. Равнина достаточно сухая, а в середине есть очень влажное топкое место. И в этом влажном топком месте в середине еще есть такая опушечка сухая, да? А там еще и ванночка, которую обычно используют для добычи лечебной грязи. Вот такое это место. Ну и когда ребенок стал подрастать, вот только он начал говорить, он стал самопроизвольно, никто с ним не занимался, конечно, в таком нежном возрасте, он начал наизусть декламировать Манджушри Нама Самгити, вот, на санскрите, на тибетском, то есть чем, конечно, всех страшно удивил, и поэтому именно были отправлены гонцы в Тибет для того, чтобы понять, вот, кто же пришел в эту семью, кто вообще пришел в этот монгольский род. Ну и там заочно Далай-лама сказал, что, похоже, у вас там Таранатха. А к этому времени как раз Таранатха умер. Вот. При этом надо сказать, что Таранатха был главой очень сильного в то время течения, вот эта школа Джананг, она была достаточно серьезным соперником для школы Галукпа. Вот. Ну и на этой основе тоже очень много инсинуаций рассказывают, но тем не менее, значит, мы тоже не будем в эту тему вдаваться. Вот. Когда он уже, будучи большеньким, да, это было в 49 году, в 1649, то есть он родился в 1635, то есть ему 13 лет было, да, по вот монгольскому исчислению возраста, когда внутриутробный включается год. И учителя вновь подтвердили, когда Богдагеген обратился с этим вопросом к Панчен Ламе, а Панчен Лама был гораздо старше Далай-ламы V. И Панчен Лама на самом деле был самым авторитетным, наверное, на тот момент в Лхасе ученый. Вот. И когда он подтвердил, то, в общем, Дзанабазар принял это очень с высоким чувством ответственности. И когда его как-то
конечно, спрашивали, ну, всегда же возникает вопрос, иногда праздный, иногда не очень праздный, а правда ли, что ты вот воплощение того-то, того-то? И вот по словам Зайпандиты, его ответ звучал так: даже если ты не божество, но станешь поступать, взращивая в себе это божество, это равнозначно тому, что ты и есть божество. Поэтому я решил поступать так, как если бы поступал Таранатха. Вот. Надо понимать всю глубину, да? Глубину и ответственность вот, подхода Дзанабазара к тому, что его признали воплощением ученого Таранатхи. И также одно из его изречений, хотелось бы сразу сказать об этом: «Свою ученость скрывай, об учености других помни». Вот это как бы два его личных выражения, которые до нас дошли благодаря Заяпандите, по-моему, очень много говорят о личности Дзанабазара. Итак, значит, о воплощениях. Значит, Таранатха у нас великий ученый, глава школы Джанам, но Таранатха сам есть 14-е воплощение Сувишудхимати. Сувишудхимати был, ну вот, к сожалению, это здесь есть этот самый, есть, да? Нет, не видно. Ну ладно, Сувишудхимати был ученый, который жил во времена самого Будды. И дальше, вот на этой танка, это танка самого Дзанабазара, созданная, очень много различных признаков говорит о том, что это именно его работа. Здесь Дзанабазар достаточно молодой еще, да, достаточно молодой, и он сидит как бы в такой юрточке. То есть абсолютно точно, что это не танка тибетского мастера. Потому что такое отклонение в юрту посадить человека на культовом изображении. То есть вот такая смелость могла быть позволительна, наверное, только Богдагогену. Значит, танка написано на шелке. Шелк непростой, да, материал, на нем сложно работать. И, конечно, вот и сегодня мало кто работает с шелком, потому что это гораздо более дорогой материал, чем просто холст там, или рогожка, да. А в XVII веке это тоже был материал изысканный, доступный не каждому мастеру. Она не очень большая, но в частной коллекции находится. Не так давно была обнаружена, и, в общем-то, я о ней уже написала. Ну вот вы видите, здесь Таранатха изображен, это детализация вот этой танка, где все вот эти предыдущие мастера, они тоже, в своем роде известные люди. Это мы живем просто в другом информационном поле и ничего не знаем об этих людях, махасидках и так далее. Дхармабадра, например, ученый вот XI века из Бутана, он был родом, и так далее. Вот Аватхути, вот драконоголосый, о них, о всех тоже есть сведения, какие у них были особенности, чем они занимались и так далее. Вот в этой, преемственности есть очень важный для нас человек. Он не только для нас важный, он важный вообще для всей Галукпа и для вообще философской школы буддизма, который у нас развивается. Вот Джамьян Цорж, это был один из ближайших учеников Цанкапы, и именно ему принадлежит заслуга строительства Дрипунг монастыря. Вы знаете, что наши сегодняшние хувараки, студенты буддийских университетов раньше в Тибете учились,
дрипунг, гамане, да, буряты особенно любили вот гаман. Ну и сейчас они продолжают в Индии обучаться именно в дрипунге. Так что вот Жамьян Цорж, создатель такой образовательной системы, фундаментальной образовательной системы в Тибете. Она, конечно, существовала, но именно в дрипунге вот это превратилось все настолько фундированное, богатое, такое разнообразное, да, на специальности, вот целое крупнейшее учебное заведение. Ну и вот божества, которые, конечно, практиковал Занабазар, мы не можем обнаружить на Танка рядом с ним какое-то божество, которым, скажем, он не занимался, не медитировал, не читал эти тексты и так далее. Значит, Амитабха, Будда Амитабха один, значит, из 5 Дхьяни Будд, Будда Амитаюс, Будда долгой жизни. И вот в центре дымчок, да, Чакрасамвара на самом верху. Ну и, конечно, вот божество, дарующее богатство внизу, Джамбала или Кубера. Вот такого типа танка, оно не единственное. Это говорит о том, что эта преемственность признавалась, и вот эта информация, она постоянно транслировалась и передавалась вот, ну, в разных храмах, монастырях, в учебных заведениях и так далее. Вот одна танка хранится, та, что с левой стороны, тоже вот та же самая тематика, вот это предыдущее воплощение Багдагагена и Таранатхи и Цорджи, да, Жамьян Цорджи, это они все признаются как одно и то же перевоплощение. И вот есть танка и в этом музее, в котором мы сейчас с вами встретились. Здесь он в такой уже шапочке Багдагагена, но та же самая тематика и те же самые персонажи. Ну вот в целом вы получили представление о том, насколько была глубокая основа у него в плане генетическом и вот в плане духовной преемственности. Это восходило к самому Будде Шакьямуни, а родословное к самому Чингисхану. Да? Почему я очень подробно об этом говорю? Потому что ну вот, когда еще не вышел ряд исследований о Занабазаре, да, а его произведения продавались за безумные деньги, за многие миллионы долларов по всему миру в разных Сотби, там, в Шанхайском и так далее, вот, на аукционах, где толстосумы скупают вот, лучшие произведения, созданные в культуре мира. И как-то, что Занабазар, он правда был монгол? Он вообще, откуда он взялся? Вот он взялся откуда? То есть, как бы здесь нет, не должно возникать никаких сомнений, что он именно кровный по происхождению монгол, и у него очень богатая духовная преемственность. Ну, теперь немножко о том, мы уже говорили, что он был необычайно скромным, да, и не желал писать вот какие-то такие сочинения через силу, потому он был художником. Это мастер не слова, но дела, да, а он мастер визуального образа. И опять же, Зая Пандита нам говорит о том, насколько трудолюбив он был. Вот. Это не просто происхождение и какие-то вот духовные связи, но это просто, ну, я так понимаю, просто каторжный труд.
с утра до ночи, вот от солнца от рассвета до заката. Потому что столько создать произведений, где он просто вытачивал из металла вот эти божественные лики. Вот его рабочий день начинался с рассвета. Чтение, обдумывание, медитация занимали время до полудня. Затем до самого вечера к нему шли на поклон верующие. Вернувшись в свои покои, он вновь медитировал, неустанно творил до поздней ночи, создавая свои драгоценные шедевры, которые, словно океанские волны, могли соперничать с тысячами небесных светил. Ну вот уже его ученик в полной мере оценил достоинство его художественного творения. Да, забыла сказать, что вот эти вот образы, внизу вы видите, и сейчас личность Багдагыгена первого не отпускает интерес монголов, и в том числе художников. Вот есть один из современных художников, который творит в основном, вот его конек – это фарфор. Ну и вот из фарфора в прошлом году вот он сделал такие 5 фигурок, которые 5 фигурок – это 5 образов Дзанабазара, в которых его почитают монголы. Одна статуэтка изображает его, вот он держит, хонины ужи, да? Это кусок мяса, собственно, баранины. Кусок баранины и ножом вот надрезает. Надо сказать, достаточно смело, да. Как вот святой человек и сидит с мясом. Вероятно, ест его, да, не зря же он нарезает. Да. Потом, значит, да, это очень распространенные такие образы, его трактуют тоже по-разному, но к этому мы еще вернемся чуть позже. Ну вот там он сидит с колокольчиком, иногда сидит с чашей, полной тарака, да, белой пищи, с книгой и четками, и еще держит вот это сосуд долголетия, как Будда Амитаис. Ну вот теперь немножко о монастырях, которые он создал. Вот то количество монастырей, созданных в тот период, это середина, конец 17 века, когда Монголия была вот терзаема вот этими междоусобными войнами, да? Потомки Чингисхана, который каждый из них считал себя достойным большего, то есть правления над всеми монголами, и они вот совершенно неустанно бились друг с другом за власть, за влияние, за богатство и так далее. И вот в тот момент строить буддийские храмы, наверное, было совсем непросто. Но вот, тем не менее, самый первый храм, который построен был на его родине, там совсем недалеко от того места, где он родился, это Вархангайский аймак, его называют Шанхын-Хуре. Второй, вот в современный период Сардагин-Хит говорят, но так он назывался в свое время Риво Гаже Ганден Шавдулин, то есть это горный монастырь, да? Туфхин-Хит в 1655 году, то есть один за одним, вы видите, в 1947 году, будучи еще совершенно ребенком, он заложил основы такого, ну скажем, административно-родового храма, вот этот Шанхын-Хуре, он, собственно говоря, и до сих пор остается такого вот местного, локального значения. Риво Гаже Шандуфлин, он, значит, можно считать его первоосновой вот того гандана, который на сегодня существует. Вот он начинался именно вот с этого. И он был начат в 1654 году, тоже совсем молодой юноша, да, ему было всего 19 лет. Туфхин-Хит на следующий год, вот он закрутил эту работу в горах, это 150 километров на север от сегодняшнего Улан-Батора, это высоко в горах. Вот
начались там все работы, и он понимает, что ему не хватает уединения, и на следующий год строит Туфхин-хит. Туфхин – это с тибетского, не монгольское это название, ну, как, впрочем, и вот предыдущее, да, монастырь для медитаций, для уединения. Вот он туда специально уезжал для того, чтобы немножко посидеть и поработать самому. Хугны ханы, или Увгон-хит его называют, в 1670 году начался строить, он 10 лет строился. Потом Зумхуре уже на склоне лет в 1711 году. Это все строение колоссальных масштабов, конечно. Вот Шанхын-хит, ну сегодня вот он примерно вот так выглядит, да. Они, конечно, кочевали, вот особенность монгольского быта и специфики, в том числе и монастырей, они периодически перекочевывали. Но не очень далеко, как правило, вот они где-то крутились примерно в одном районе. Например, вот этот Шанхын-хуре, вот здесь Хархарин, да, вот где Эрдэнэцзу, вот зеленая точечка вы видите, а вот Шанх, местечко Шанх, а вот здесь вот родился вот это местечко Юсэнзуил. Сардагин-хит или Риво-Гаже-Ганден-Шадулин. Археологами здесь обнаружены развалины 9 храмов, 3 ступ и крепостных ограждений. Посмотрите, какой, в общем-то, фундаментальный комплекс, да? Ну вот, это съемка сверху, это значит, реконструкция вот одного из археологов, Батцожа из Института истории археологии. Но они, конечно, это все основывалось на археологическом материале, потому что там остались основания, достаточно монументальные. Вот находится вот здесь Сардагин-хит, вот Улан-Батор – это Сардагин-хит, а родина его вот здесь вот где-то на западе, да, вот Улан-Батора. Ну вот вы видите останки этого монастыря, которые вообще-то о них начали писать уже в начале 20 века, но раскопками, конечно, никто не занимался, вплоть до 1213 года, когда Институт археологии взялся за это дело. Вы видите, даже вот какие вот вековые деревья проросли сквозь стены. Но видно, что очень мощные, да? Почему у нас всплыл вот это портрет Панчен Ламы IV, как раз того учителя, о котором мы говорили, что он стал учеником вот, не только Далай-ламы V, но и вот Панчен Ламы. При этом вот это тоже произведение, я думаю, оно относится, ну, это дело рук самого Занабазара. Вот это характерные вот эти защипы и вот этот вот лотосовый трон и невероятная живость вот лица, да, вы видите, портретное сходство просто фотографическое. Есть очень много разных изображений, портретов, но вот эта скульптура, небольшая скульптура из частной коллекции одного немца британского гражданства, вот, она была продана тоже на аукционе в Бокхаме за какие-то немалые деньги. Ну и вот в Сардагин-хиде дело в том, что монастырь, этот Сардагин-хид, был построен по завету его учителя Панчен Ламы IV. Вот он поехал учиться в Тибет в 1649 году. Ну и предполагалось, как обычно, учатся там, ну, лет 20, да, в среднем в буддийских монастырях учатся. Занабазар прожил в Лхасе, в Тибете, ну, он там очень много чем занимался, объехал все святыни тибетские того времени,
общался с учителями крупнейшими. Он провел там даже менее 3 лет. И вернулся в Монголию вот через, ну, можно сказать, через 2,5 года, потому что Панчин Лама ему сказал: достаточно, тебе нужно вернуться на родину, построить храм, монастырь, университет и заниматься образованием и просвещением своего народа. Ну, мог ли ослушаться Дзанабазар своего учителя? Конечно, нет. Вот он вернулся, заложил этот фундаментальный монастырь-университет. Вы видели, какой он огромный, да? И насколько там крепкие, основательные фундаменты. То есть это не была такая вот какая-то юрточное поселение, которое съехало и все. Строился он 26 лет. Ну, сами понимаете, что это, как говорится, не палаточку поставить, да? Вот столько храмов возвести. Их же нужно было наполнить изображениями, всем инвентарем ритуальным. И там же должны были учиться и работать люди, да, ученики. Вот. Но вот только он в 1686 году, в 80-м году он уже практически его построил, и вот Зая Пандита как раз говорит, что когда я вернулся, то монастырь, ну, практически этот городок был готов. Но нужно было еще сделать наполнение, освещение и так далее. Ну, понятно, что кроме здания еще масса работы остается после этого. Вот. А потом в 1688 году, когда у них случилась большая война с айратами, и Башок-Тукан налетел, он спалил не только Эрдэнэцзу, он спалил и этот вот Ривогандын Гажелим. Да, Сардагинхит. Он его спалил практически дотла. Но, судя по всему, Дзанабазар знал о готовящемся вот наступлении на этот монастырь-университет и как-то, видимо, вывез очень многое из того, но там остались вот несколько тысяч вот этих глиняных сооружений, которые невозможно было транспортировать, поэтому они там остались. Вы видите, что они обожженные, да? Обожженные, разрушенные. Ну, на сегодня, по-моему, около 6 тысяч как-то вот насчитывается вот таких фигурок. Эти фигурки примерно 5-6 сантиметров высотой. Они все сделаны из глины, причем месторождение глины обнаружено рядом с этим монастырем, то есть это совершенно местная работа. И это изображение 5 Тхьяни-Будд, вот в таком, без украшений, да, в форме Нирманакая, то есть в таком физическом воплощении, без царских украшений. Вот все 5 Тхьяни-Будд или великих Татхагат, и уже вот это 1654 год. Ему 19-20 лет, да, когда вот это все создавалось. То есть один из самых ранних этапов его творчества. И благо глина была рядом, эти, значит, фигурки делались с помощью, штамповались с формой из 2 половинок, да, ну такой древний достаточно способ, когда 2 половинки, между ними вот зажимался материал, а потом они сушились, обжигались, шлифовались и так далее. Вот. И здесь мы видим, что обычно говорят, что характерная черта Дзанабазара – это круговая обработка. Не только самой фигуры, но и лотос обязательно со всех сторон. То есть это можно
это не индийская скульптура, которая, или непальская, которая обычно в нишах каменных, и у них спина совершенно не обработанная, плоская остается, потому что она недоступна ни для кого, они вот как в нишах стоят так, то вот для кочевника это было же не актуально, да, вот сделать такую вещь, которую нельзя перевести и нельзя посмотреть ее вот со всех сторон. Поэтому вот эта круговая обработка, она возникла позже, и это мы видим вот на этих глиняных скульптурках, когда только передняя часть сделана как, в виде лотоса, да, а задняя часть просто ровная. Но уже на этих экземплярах совершенно четко мы видим основные черты его стиля. Это очень строгая пропорциональность, которая абсолютно точно соответствует вот иконографическим нормам, да? Широкие плечи, узкий стан, очень круглая, ровная форма черепа. Надо сказать, что это вообще, если вы посмотрите вот произведения других стран, других мастеров, это вообще не для каждого характерно. У него очень маленькие пухлые ручки, как детские, да? Такие пухленькие монгольские ручки. И руки, и ноги, собственно говоря, вот, небольшого размера, что характерно именно для монгольского этноса. Ну, я не имею в виду современных акселератов. Вот. И у замкнутой линии всегда очень все вот, завершенное, да? И очень чистый контур. Вот даже в глине вы видите, насколько вот, чистый контур. Ну и такие лепесточки, которые монгол называют самар-дылбы или ореховый лепесток. Ну вот Туфхинхит, о котором мы говорили, это был построен для его уединения. И здесь есть всякие таинственные места, куда любят ездить паломники. Вот те, кто возит паломников, это не дадут соврать, потому что есть здесь и священные кедры, есть, вот, например, ну, вот это кедры, один кедр, по-моему, махакалы, второй кедр зеленой тары, которые исполняют желания, говорят, люди доподлинно проверяли это, да. Именно в Туфхинхиде он изобрел вот эту письменность Сайомба, элемент, который стал государственным символом Монголии, и он также пришел в бурятскую государственную символику. Вот эта письменность Сайомба была изобретена им по его словам. Это была спонтанная вот как бы передача, да, то есть он не сидел там, не измышлял что-то. Это было как бы, ну, спонтанное прозрение. И особенность этого письма, почему была необходимость? Для того, чтобы санскритские и тибетские названия адекватно передавать вот, в монгольском языке. А вот эта уйгурская графика, эта вертикальная вязь, она, к сожалению, вот, не передает вот, тибетское написание, санскрит, там очень сложно изобретаются галики и так далее. Вот именно для этого была изобретена эта письменность. Она, правда, к сожалению, не сильно распространилась, но вот навечно сохранилась в символике, потому что она содержит в себе знаки неприходящей важности вот 5 основных махабхут, из которых все состоит, в том числе и мы сами, да? Ну вот, очень красивое, конечно, декоративное письмо. Вот. Есть вот такой след, да? Вот такой след. Специально написали, что это жав, это нога, да? Это след ноги. И вот такой лаз, который Загурдин называется, ну, во многих скальных памятниках природных такие лазы есть, как материнские, да, они тоже для очистительных всяких ритуалов используются. А вот этот след, считается, что это след самого Дзанабазара,
потому что вот он был оставлен в конце его жизни, когда он отправился в последний раз в Пекин, и, встав после медитации, он понял, что настолько путь будет тяжелым, что он уже живым не вернется. Ну, вот так рисуют. И там очень сложный такой скальный выступ. Для обозрения он недоступен. Нужно вот просто ходить, и чтобы каждый элемент... Ну вот помогает очень вот эта картина современного художника, даже готова, как выглядит он с высоты. Потому что если сам вот этот монастырь или основные храмы высоко на горе расположены, а внизу есть такое место, где останавливаются вот, прихожане и так далее. Ну и про письменные мы с вами говорили, про то, как он выглядел. Конечно, больше, каким он был человеком и каким он был мастером, естественно, исчерпывающий ответ могут дать его работы. И прежде всего, если мы говорим о нем как о личности, то его собственное изображение, его автопортреты, которые он, конечно, как всякий художник, тоже исполнял, ну, не как скажем, вот, современный художник, да, это как бы форма самоанализа, самовыражения, самопонимания, а в буддийской традиции это, конечно же, делается для и по просьбе учеников, потому что вот, ну, вы знаете, что гуру-йога, поклонение учителю, это один из коренных таких ритуалов любого буддиста. Ну, вот здесь как раз такой облик, в котором он держит чашу с белой пищей, да, с белой пищей и с четками. Это танка. Здесь вот варианты, когда он изображен, вот вы видите, с правой стороны с мясом, с куском бараньего мяса огромным, а там, значит, ваджар и колокольчик. Вот, ну, об этом облике с ваджром и колокольчиком надо сказать, что вот такой тип изображения, конечно, был предназначен вот как раз для учеников, потому что облик ваджра саттвы в данном случае, да, он как бы этот образ, он дает такую наиболее непосредственную связь учеников с учителем во время его отсутствия. Ну, про кусок мяса, значит, вот почему он держит этот кусок мяса, об этом тоже сказано в одном из текстов. Один из его ответов, когда к нему много раз обращались: пожалуйста, Намтар, напишите, да, это вот для будущих поколений, это для нас важно. И что он ответил? Он ответил: да я не настолько ученый, я не так много учился и не так много познал для того, чтобы писать нам. А намтар – это, собственно говоря, ну, не просто биография, да, а намтары в буддийской традиции, они пишутся о достижениях в духовном плане. Есть, конечно, внешние, так сказать, внешние, внутренние и тайные, вот, ну, разные типы сакральности, вот эти намтары, но в целом они направлены, даже само слово намтар означает это разновидности достижений, да, то есть достижения в духовном плане. И обычно там всегда излагается: вот обучался тому-то, прослушал то-то, исполнил то-то, реализовал то-то, вот видение и так далее. Так вот он говорит: ну я что-то слушал, что-то читал, ну лучше всего я научился есть мясо. Вот. И вот это такое ироничное отношение к себе, и вот это изображение
с куском баранины, конечно, относится к его авторству. Потому что никто бы не посмел учителя изобразить вот в таком виде, в мирском, да, в таком мирском виде. То есть это его собственный взгляд именно к тому какому-то вот прообразу, который он сам создал. Но, к сожалению, вот мне до сих пор не удалось найти тот самый, да, источник, а очень много вот реплик, копий, вариантов вот этого образа. Ну, кстати, трактуют его всячески, там придумывают уже, что вот он хотел, чтобы жили достатки и так далее и тому подобное. Да? Ну, а на самом деле, вот, так скажем, сермяжная правда жизни, вот он сам над собой подшутил. И это тоже очень много говорит о личности, невероятной скромности, ироничности и невероятной смелости, когда в буддийское изображение вот вносится такой вот элемент шутки. Ну вот эти глиняные тоже изображения, их предоставил музей Роден-Идзу, там очень большой фонд, и, конечно, очень многие вещи из Роден-Идзу имеют происхождение как раз и от Занабазара, и от его прадеда Абатехана. Вот хотелось бы немножко рассказать вам тоже об этом автопортрете. Это тоже обнаружено Танка в частной коллекции одного монгольского собирателя. Вы видите, что он изображен в одежде уже Богдагогена, да? А Богдагогеном он стал достаточно, ну, еще в детстве его уже посвятили в Богдагогены, то есть в лидеры духовного плана над всеми монголами. Вот. И вот эта вот характерная шапочка, это одеяние, это, так скажем, повседневный костюм Богдагогенов, да? И вы помните, что и вот 8-й Богдагаген, он тоже носил вот такой халат с бархатным воротом. И невероятная живость вот этого лика, да? И, конечно, как мы можем узнавать работы, ярче всего об авторстве какого-то художника, если это вот антропоморфные человеческие облики, конечно, это лик, потому что в каждом произведении художник воленс-ноленс как бы редуплицирует свой облик, да? Он, наверное, идеализированный или как-то немножко, может быть, приукрашенный, но в целом, если вы наблюдали за работами отдельных авторов, вы видите, что, ну, собственно говоря, они сами себя изображают чаще всего, да? То есть черты лица всегда можно, всегда узнаваемы. И если вот возникает вопрос, Занабазар это или нет, очень много признаков, конечно, но один из важнейших это, конечно, лик. Вот этот очень чистый лик, чистый такой абрис. И, ну, это заметно, что это одно и то же лицо. Это, я считаю, что это самый ранний автопортрет его. Когда он уезжал в Тибет, маманечка его, естественно, страшно печалилась, потому что сынок уезжает, ну, наверное, лет на 20. А путь, извините, тогда из Монголии до Лхасы занимал долгие тягучие месяцы, да? То есть это вот съездить на каникулы к маме это было практически невозможно. Вот она очень печалилась, и тогда он нарисовал свой портрет и сказал, ну вот это будет мой заместитель. Если сильно затаскуешь, вот посмотри на этот портрет. Есть такая одна из легенд, которая ходит. И надо сказать, что вот она немножко шероховата. Видно, что еще вот его мастерство не отточено. И что важно, что все-таки живопись, она была для него, ну,
во-первых, второстепенно, во-вторых, в целом живопись как жанр, как вид искусства для Монголии был не очень актуален. И только вот благодаря буддизму искусство танка, оно стало вот так очень интенсивно развиваться. Вот эта танка, наверное, единственная из тех, что, редкая танка, которая исполнена не на шелке дзенобазором, а на холсте. Но при этом там настолько картина не передает изображение, репродукция не дает такого энергетического воздействия, эмоционального воздействия. Здесь настолько качественная позолота на этой танка использована. И вот эта игра контраста, вот это золотого контраста на темном фоне, оно дает как бы вот такое вот почти объемное восприятие. Вот это его стремление выйти из плоскостных рамок танка, вот заметно на цветовой игре, и в том числе использование золота. Очень впечатляющая работа. Но понятно, что тоже не очень-то тибетская, сразу видно, что это такая работа еще ученика. Вот такой халат самого Багдыгена детского возраста, он до сих пор сохранился. И вот 122 сантиметра он длиной, то есть это 7-8? Нет, что вы, 122 сантиметра это вполне себе подростковый возраст. То есть примерно возраст, когда он уезжал 12-13 лет. Так, и шкурка бобра, шелк и все такое. Тоже дорогие материалы, недоступные обычному монголу. И вот посмотрите, обратите внимание, вот еще одна мантия хранится, она тоже сохранилась в музее дворце Багдыхана. Она, значит, из лисы Чернобурки, там написано, что это лиса, хлопок, бархат, и украшена кораллами, жемчугом и так далее. Обратите внимание, 170 сантиметров длины. То есть рост, вот почему он ундр. Он ундр не только в духовном плане, он физически был высокий человек. И вот рядом вы видите в стеклянной витрине, там стоит деревянный посох, жезл, как трость. Трость, которую он использовал в преклонном возрасте, отполированная от использования. Она длиной метр с лишним. Мне не дали замерить, но понимаете, что это для очень высокого роста человека. То есть, 1,90 м, наверное, не менее был он ростом. Высокий и невероятно красивый. Судя по портретам, которые... Это один и тот же лик повторяется. Вот этот священный лик с закрытыми ногами. Ноги его не видны. Гуптасана называется, скрытые ноги. Это значит, что прижизненный портрет. И, скорее всего, это портрет, автопортрет, то есть исполнен им самим. Вот еще один, это более молодой. Вы тоже видите, что совершенно мастерское исполнение. И вот эти черные точечки, ямочки. Некоторые говорят, что это родинки у него были. Нет, это ямочки. И видите, что у него никогда не бывает, ни у его божеств, ни на его портретах, не бывает, как это? Носогубной складки. То есть это вечная молодость, вечная юность. Вот эта скульптура, она была продана
где-то в 2017 году за 73 миллиона долларов не то на Шанхай, не то на Тайване, на одном из крупнейших аукционных распродаж. Вот продавалась она под лотом лама. Но если вы посмотрите на его лицо, да, то видно, что это, собственно говоря, автопортрет Занабазара. И вы видите, вот тот портрет, автопортрет из Багдыханского, и вот этот, который ушел под лотом, под названием лотом ламы. Посмотрите, какая мощная спина, да? Сколько в нем энергии, такой силы, мощи невероятной, при очень-очень таких, ну, скромных выразительных средствах, при экономии, вот, невероятная выразительность. И еще один, я думаю, что это вот посмертный портрет, заготовку которого он сделал сам в последние годы уже, где-то вот в 1721-22 году, ну а доделывали уже его ученики. Он тоже в музее Багдыхана хранится. Ну, вот, я думаю, многим знаком вот это здание и вот этот зал, где стоят 4 из 5 его просто невероятных вот 5 великих Тадхагат, и зеленая тара в том числе, и вот этот субурган тоже рук мастера. Еще несколько работ, но у нас уже времени очень, кажется, много, да, я перебираю. Ну, а вот скульптурная композиция, я думаю, что с этой работой очень мало кто знаком, тем более, что она никогда не соотносилась с Занабазаром. Хранится вот в Британском музее в Лондоне, 24 сантиметра, мандала Чакрасамвары. Чакрасамвара, мы уже упоминали это божество, да? Оно было очень в ходу у самого Занабазара, очень часто его изображение есть, белый Чакрасамвара в том числе, да? Вот Ябьюм, он достаточно известный лик. И вот посмотрите, лепестки эти раскрываются, 8 лепестков. Она такая подвижная конструкция. И вот такой облик Дымчога, который, ну, он всегда Ябьюм в объятии с супругой. И посмотрите внутри лотосов тоже вот такие божества, при том, что вся конструкция, сколько там, 24 сантиметра, да, ну, лотосы и какого размера, и какая детализация, какие лики и какие формы законченные, кругленькие, хорошенькие, именно так, как делал Занабазар. Ну, вот это лики Дхьяни Будды, который в этом, да, вы можете, если будете еще раз ходить и посмотрите, потому что это просто отдельное невероятное удовольствие. Будда Макхатситки, они все, вот эти все 5 Дхьяни Будд имеют примерно один размер 70 сантиметров. И самое удивительное, что здесь у него использовано 2 вида золочения, холодное и горячее, где там украшения и все такое прочее сделаны горячим, то есть таким глянцевым, да, это сверкает и блестит. А вот кожа, да, открытые участки его тела, они покрыты вот матовым холодным золотом, и поэтому вот такое ощущение невероятной теплоты кожи. Вот. Ну вот Ваджрасаттва это тоже очень известное, но это немножко ранее, такая витиеватость, очень сложное исполнение, хранится это в музее, храме Чойжин Ламы, который прямо в центре, недалеко от площади находится, да? Ну вот белый Чакрасамвара, дарующий долголетие. Вот с долголетием, вот у него был, видимо, какой-то пунктик свой, да? Он Амитаюса практиковал,
и даровал вот это учение для того, чтобы люди жили долго и благополучно, и имели возможность вот, по-настоящему хорошо практиковать буддийское учение. И вот Сита Чакра Самвара – это тоже божество на долголетие, 53 сантиметра, тоже в музее Чойжин Ламы. Ну вот подтверждение того, что с долголетием у него были какие-то, и в общем, ну, достаточно плодотворно, да, он дольше всех жил из багдагогенов, ему было, да, почти 90 лет, да, при том, что это же было такое время-то, люди не доживали там до взрослого состояния из-за того, что все время шли войны. Ну и вот знакомый нам, о котором нам сегодня говорила директор Татьяна Анатольевна, который сейчас, значит, на выставке в Эрмитаже уехал, да? Тоже редчайший экземпляр из очень-очень многих образов Амитаюса. Их действительно много исполненных его учениками, которые, ну, как школа Дзена-Базара. Но один, вот мы знаем, он находится в Чойжин Ламын, храме-музее. И вот, ну, это, несомненно, произведение его рук, то есть собственное, исполненное от начала и до конца, потому что многие вещи мы не можем определить как именно его, потому что на разных этапах, видимо, на завершающих этапах в основном участвовали его ученики, подмастерья, тоже хорошие мастера, конечно. Ну и вот надо сказать, что любое произведение Дзена-Базара, как вот сегодня можно сказать, они очень инстаграмные. Вот какой бы элемент ни взял, с какого бы ракурса ни взял, это всегда вот какое-то завершенное, поражающее своей цельностью, да, изображение. Сверху, сбоку, какая-то деталь, да, вот, пожалуйста, ну, это цельная картина, правда? Хотя это вот фрагмент скульптуры. Еще я думаю, что вы вот эту работу не знаете. Это тоже работа Дзена-Базара, но она немножко пострадала. Видите, у нее позолота вся сошла и все такое. Вот принцесса Мандарава тоже держит сосуд с эликсиром бессмертия. И это спутница Падмасамбавы. Падмасамбава, он тоже хранится в этом же музее, в Ирденидзу, но они никогда не выставляются, они там в спецхране, и поэтому очень хотелось вам показать совершенно чудные скульптуры принцессы Мандаравы, а вот Ишичэджал, она утеряна из этого комплекта, то есть там присутствует сам гуру Ринпоче и только одна из его спутниц обычных. Хиваджра. Хиваджра – это скульптурка, она не очень большая, но 32 сантиметра, тем не менее, хранится в Петербурге, в Музее истории религии. Тоже она не, как бы, не связывалась никак с Дзена-Базаром, но Хиваджра тоже одно из божеств, которые он практиковал. Это вот, конечно же, Жигжет Ямантака или Ваджрабхайрава, да, совершенно великолепный экземпляр, вот в Британском музее хранится. И там совершенно безошибочно видно, что лик, который сверху, Манджушри, да, лик Манджушри, однозначно это лик божества Дзена-Базара. Ну и это тоже в музее Рубина в Америке. Ну вот, собственно, все. Подведем итоги, что Дзена-Базар узнаваем по совершенно фантастической пропорциональности, где вот не на йоту. Это проверял Пурвбат Лама много раз на всех его работах и сравнивал это с произведениями из других стран, и с рисунками, и с изваяниями происхождения не дзена-базаровского. И только у Дзена-Базара обнаруживается такая скрупулезность, невероятная скрупулезность и точность
пропорция, да, вот он ни на йоту не отступает от правил. Вот. Все произведения его отличает вот такая круглость, такая обработка, вот окончательная шлифовка, да, когда такое впечатление, что он просто вытачивает из металла. И именно поэтому его скульптуры, они всегда очень металлозатратные. Допустим, вот скульптура 50 сантиметров, она и весит килограммов 30-40. То есть это не тонкостенное литье ни в коем случае. И именно вот эта толщина металла позволяла ему доводить вот до совершенства вот гладкость, обтекаемость и такую совершенно реальность, очень такую реалистичность образа, да? Они совершенно как живые. Никогда не наблюдается, что вот эта кочевническая эстетика выражается в этом. Нет острых углов, нет каких-то лишних элементов, все чрезвычайно экономно, но при этом невероятно выразительно, да? При экономности средств, там, допустим, в украшениях у него используются одни и те же архетипы, но об этом мы вот поговорим уже завтра, о монгольской живописи и морфологии, вот, изобразительности у кочевников монгол и у бурятов тоже. Вот. Они очень прочные, что тоже важно, чрезвычайно важно для кочевника, потому что вот монастыри кочевали, храмы кочевали, и, соответственно, предметы должны были обладать очень большой износостойкостью. Вот. Ну и, конечно, вот такой этническая физиогномика, да? Фигура совершенно монгольская. Если мы посмотрим на монгольских или бурятских борцов, это тоже вот широкие плечи, очень такие толстые предплечья, руки всегда у них очень объемные, да? В отличие, скажем, от тибетской скульптуры. У тибетской скульптуры у них ручки тоненькие всегда, несмотря на то, что могут быть очень, крупные кисти, да? А здесь наоборот, кисти рук очень маленькие, пухленькие, вот словно детские. Ну и очень правильное лицо, отсутствие носогубных складок, вот никогда не бывает таких вот, то есть очень юные, как и полагается Буддам, да, это не стареющее существо. Вот. И, изооморфность, автохтонность базовых декоративных элементов – это тоже очень объемная тема. Вот если кому интересно, завтра можете послушать. Вот. И очень чистый абрис, да? Настолько чистые линии, что, вот, мне кажется, Дима Будажабе прекрасно вот эту черту перенял и замечательно передает в своих работах. Чистота линий совершенно невероятная. А это тоже вот одна из излюбленных черт вот монгольской изобразительности. Ну и вот лаконичность и простота. Его девиз был реализм и простота при этом всем. Ну вот практически все. Феномен Дзенобазара состоял в том, это была синергия места, времени, генетики. Он опирался не на слово, на визуализацию, да? Он свои проповеди вот таким визуальным способом людям, это как не зависело от знания языков или текстов, но это замечательно работает. Вот 390 лет в этом году ему исполняется, и его проповедь, можно сказать, что она до сих пор продолжается благодаря вот такому способу, как говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, да? Ну и, конечно, эстетика буддиста-кочевника, потому что там мировоззрение кочевника и буддиста очень плотно сопрягаются и так гармонично сосуществуют. Ну вот, пожалуй, все. Я вас не очень утомила. Да. После выхода вот этой книги еще все время какие-то новые данные появляются, и мне кажется, это даже не могла подозревать, что это вот такой глубины и так много произведений из закромов выходит. Например, вот этот Лама,
я вам не сказала, да, это скульптура, которая была продана на Тайване за 73 миллиона долларов. Ну, правда, тайваньских долларов, но все равно это 11 миллионов американских долларов. Скульптура вышла, кстати, она из России. Вот, была перекуплена. И я знакома с человеком, который временно владел, он по счастливой случайности купил. И несмотря на то, что там не было вложения, уже ничего, да, просто присутствие вот этого предмета, он какое-то время держал ее в своей квартире. Вот он, парень простой, говорит, вот как будто Бог поселился в твоем доме. Это прекрасно, это страшно. Вот. Это страшно, потому что вот заходишь, и волосы дыбом. Ощущение присутствия вот, божества, живого божества, при том, что как бы скульптура была уже не освящена. Ну и вот какие-то вещи все время появляются, где-то выплывают. Если у вас еще вопросы остались, можете задать по электронной почте. И, пожалуйста, смотрите какие-то новости на Арт Будха, телеграм-канал. Все, спасибо. Да. Какие предсказания Балтыка Гена на Базаре сегодня известны? Не поняла? Какие предсказания Предсказания? Балтыка Гена на Базаре сегодня известны? Теперь второй вопрос. Как в музее Балтыка Гена на Базаре в Улан-Баторе оказалась большая русская конница, телега в музее в Улан-Баторе? Как? Ну вот по поводу предсказаний, мы уже здесь говорили, что он не был многословным, да? Не был многословным. И ну, что-то я не припомню, чтобы, может быть, в устной традиции что-то об этом говорят. Но я что-то вот не припомню, чтобы он вещал, что будет вот так, вот так и вот так. Он хотел, чтобы страна, которая все время воюет, перестала воевать, и она обратилась к другим эстетическим идеалам. То есть если раньше это был воин, да, эстетическое такое вот предпочтение средневекового монгола, это был воинственный, грозный такой хранитель, да, то сейчас это утонченные, прекрасные божества, которые вот один лик их уже умиротворяет. И эти его богини, они вообще не о войне, вообще не о распрях. То есть вот это его вклад. И хотя он не говорил много, не писал какие-то тексты, там, нравоучения, вот что он оставил, и эти вещи говорят об этом сами за себя. И за Дзанабазара тоже. Но про какую-то колесницу вы говорите, я не знаю, мне кажется, вы говорите о колеснице, которая в Музее изобразительных искусств. Не, в Улан-Баторе. Ну да, в Улан-Баторе, музей имени Дзанабазара. Потому что там есть колесница, которая используется для, ну, использовалась раньше для вот, Майдер-Хурала. Для Майдер-Хурала. Такая есть, с большими колесами. Спасибо вам всем огромное за то, что вы пришли, потратили свое время, за ваш интерес к творчеству Багдыгы-Гена, первого Дзанабазара, невероятно талантливого художника, который имеет мировое значение. Его не зря называют Микеланджело Востока, потому что такого уровня выразительности, такого качества исполнения и такого узнаваемого стиля очень мало кто достигал за 2500 лет истории буддизма. Почему вы его имя суспендируете через «Д»? Там же «З» и «С». Ну, в общем, это да. Но дело в том, что первым как бы автором, который написал о Дзанабазаре, был Цултем Гуай, да? Осрын Цултем. И его вышло 5-6 книг по искусству Монголии, и там он везде пишет Дзанабазар. Вот.
Я бы хотела с удовольствием писать через «з», потому что я как раз за то, чтобы как можно проще, потому что усложнение вот этих заимствованных слов, усложнение их написания просто создает кашу в голове, но не дает никакого эффекта. Но чтобы совсем не отбросить заслуги Цултымгуая, вот, букву «д» оставила. Я бы с удовольствием писала «Зана Базара», но тогда вот опять же в поисковиках нигде не будет выходить, и все будут путаться, а кто такой Зана Базар, а почему не Зана Базар и так далее. Ну, в общем, понимаете, да? Мы всегда заложники наследия предыдущих авторов. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, с удовольствием. С удовольствием. Можно начать подходить? Да, можно. Друзья, разрешите еще минуту? Да, здесь. спасибо большое, во-первых, всем, что пришли. Но на самом деле, если у вас будут возникать вопросы, у вас есть прекрасная возможность задать по сегодняшней лекции вопросы завтра. Завтра будет вторая лекция уважаемой Сурунханды Дашнимаевны. Она будет уже у нас в Центре креативных индустрий HipHub. Кто у нас не был, это здание республиканской типографии, улица Барсоева, 13/2, на 3-м этаже, на выставочном пространстве. Также в 4 часа. Лекция будет уже завтра посвящена, сегодня мы с вами прослушали классическое наследие, так скажем, нашего, как говорят, культурного кода. Но завтра мы попробуем разобраться с помощью нашего лектора о том, что такое бурят-монгол-зурык, какова морфология национального стиля. Поэтому вопросы, которые созреют у вас сегодня вечером и ночью, они будут очень уместны и логичны завтра. Поэтому ждем вас всех завтра. Спасибо большое еще раз всем.